Вы пришли сюда не случайно. Слушайте внимательно, ведь этот момент определит вашу историю. Я обращаюсь к вам напрямую и хочу, чтобы вы оставались со мной до самого конца этого послания. То, что вы сейчас переживаете, не случайно. Бремя долгов, страх перед завтрашним днем, пустой холодильник, тишина неотвеченных молитв – все это не случайно. Это кажется жестоким, несправедливым, невыносимым. Но я говорю вам, происходит нечто большее. Не закрывайте глаза на этот момент. Оставайтесь, потому что то, что я открою вам, обладает силой преобразить все. Каждое утро вы просыпаетесь уставший, грудь тяжелеет от финансовых тревог, разум охвачен тревогой. Счета накапливаются на столе, выписка по кредитной карте кричит громче молитв, и даже сон прерывается мыслями о нехватке и неудачах. Вы смотрите на своих детей и думаете, сколько еще можно притворяться, что все под контролем. Вы пересчитываете монеты, отмеряете еду, растягиваете то, чего у вас даже нет. И все же кажется, что небеса молчат. Вы чувствуете себя брошенной, наказанной, забытой. Но я говорю вам сейчас, я никогда вас не бросал. Это молчание не отсутствие, а подготовка. Это боль, это финансовая борьба, это удушающее чувство поражения, это еще не конец. Это поле битвы, где я докажу свое благополучие. Именно в самые темные ночи мой свет сияет ярче всего. Именно когда ваши силы иссякают, когда ваша последняя попытка терпит крах, когда вас подталкивают к краю, мое изобилие прорывается наружу. Вы здесь не случайно. Вы здесь, потому что небеса запланировали эту встречу. И если вы останетесь со мной до последнего слова этого послания, вы поймете, почему враг так старался погрузить вас в страх, долги и безнадежность. Теперь ты в Доме Божьем. Не отворачивайтесь. Смотрите до конца, потому что то, что я вам открою, это не просто утешение, это стратегия, это прорыв, это чудо. Вы просили знака, и я даю его вам сейчас. Вы думали, что это видео – случайность, но я поместил его перед вашими глазами, потому что обращаюсь к вам по имени. Это решающе. Это срочно. Оставайтесь, потому что то, что сейчас произойдет, коснется не только вашего кошелька, это изменит всю вашу судьбу. Ты несешь это бремя молча, притворяясь сильной, но я вижу то, чего не видит никто другой. Я вижу ночи, когда ты падаешь в постель, шепча молитву, в которую едва веришь, что она будет услышана. Я вижу утра, когда ты открываешь холодильник и сталкиваешься с жестокой пустотой, напоминающей тебе о твоей нехватке. Я вижу письма на столе, неоплаченные счета, пропущенные сроки, предупреждения, которые одно за другим, словно камни, лежат на твоей груди. И я вижу слезы, которые ты быстро вытираешь, боясь, что кто-то заметит правду, что ты чувствуешь себя неудачницей, что тонешь в долгах, что финансовая тревога медленно душит твою надежду. Речь идет не только о деньгах. Речь об отсутствии покоя. Вы просыпаетесь, и ваше сердце уже бьется быстрее, чем положено, потому что еще до того, как вы пьете воду, первая мысль, которая приходит вам в голову – как я выживу сегодня? Не такую жизнь я для вас создал. Я создал вас, чтобы вы жили в достатке, в доверии. Но сейчас вы живете в режиме выживания, считаете мелочь, берете в долг, растягиваете то, чего вам не хватает. И с каждой неудачной попыткой, с каждым услышанным «нет», с каждой закрытой дверью вы чувствуете себя все более пойманным, все более ничтожным, все более недостойным. Вы помните, что написано в 2 Короля 4? Была вдова, муж ее покинул, долги ее давили, и кредитор пришел забрать 2 ее сыновей в рабство. У нее не осталось выбора, надежды, выхода. Она была на грани точно так же, как вы чувствуете сейчас.
Но она сделала одно, что все изменило. Она закричала. Она не молчала. Она не скрывала своего отчаяния. Она пошла к пророку, призналась в своей боли и попросила о помощи. Этот крик стал дверью к ее чуду. Масло начало течь, кувшины стали наполняться, и ее история перешла от отчаяния к пропитанию. Видишь отражение? Это вдова ты. Твои долги словно рабство. Твой разум словно поле битвы. Твой дом словно охвачен тревогой. И все же, я шепчу тебе сейчас, твой крик не останется без внимания. Как я услышал ее, так и тебя. Как я умножил ее масло, так я готов умножить и твое пропитание. Но слушай внимательно, масло не течет, пока она не повинуется, пока не доверится, пока не сделает шаг веры. Ты достиг точки, где твоя сила иссякнет, но здесь начинается моя сила. Ты думаешь, что потерпел неудачу, потому что не можешь все успеть. Ты считаешь себя недостойным, потому что не можешь выдержать бремя этой финансовой борьбы. Но правда в том, я никогда не просил тебя нести это в одиночку. Я никогда не просил тебя быть своим собственным кормильцем. Я – Бог изобилия, Бог процветания, Бог, который кормит воробьев и одевает лилии. И если я забочусь о них, насколько же больше я забочусь о тебе? Ты принял молчание за отсутствие, но мое молчание лишь подготавливало твое чудо. Ваше отчаяние – это не слабость, а именно то состояние, в котором рождается прорыв. Каждая слеза, упавшая с ваших глаз, оросила землю, где вот-вот должно произойти финансовое чудо. Каждый раз, когда вы шептали «Боже, я больше не могу», вы неосознанно открывали мне дверь, чтобы сказать «Теперь позволь мне». Я не презираю ваш плач. Я не отвергаю вашу слабость. Я превращаю ее в силу. Но вот о чем я прошу вас прямо сейчас. Не молчите больше. Подобно тому, как вдова возвысила голос, я хочу, чтобы и вы возвысили свой. Вы скажитесь. Заявите о своей нужде. И в этот самый момент я хочу, чтобы вы сделали шаг веры. Оставьте комментарий под этим видео. Напишите своими словами: «Боже, я взываю о финансовом чуде». Не пролистывайте молча. Не скрывайте свою борьбу за гордостью. Это ваш шанс открыть кувшин, показать свою пустоту, позволить моему маслу течь. Потому что правда в том, что вы стыдились своих долгов, скрывали свои проблемы, боялись суда. Но я говорю вам сейчас, стыд здесь не имеет власти. Ваш комментарий будет не просто словами на экране, это будет пророческий акт, декларация веры, знак небесам о вашей готовности к прорыву. Когда вы пишете его, вы присоединяетесь к вдове, признавшей свою несостоятельность. Вы готовитесь к тому же чуду, которое она получила. Не недооценивайте то, что я вам говорю. Каждая история прорыва начинается с плача. Каждое финансовое преображение начинается с исповеди. Каждое свидетельство о чуде начинается с шага веры. Я не прошу от вас совершенства, я прошу от вас доверия. Даже сейчас, когда вы читаете это, я уже действую там, где вы не видите. Я уже обеспечиваю вас всем необходимым, уже пробуждаю сердце, чтобы благословить вас, уже умножаю ресурсы, которые вы считали исчерпанными. Так что не молчите. Не позволяйте отчаянию заглушить ваш голос. Напишите свой крик. Заявите о своей нужде. Потому что речь идет не просто о том, чтобы прожить еще один день, а о том, чтобы войти в финансовый мир, который я вам обещал. Вдова прошла путь от отчаяния к достатку, от страха к изобилию, потому что осмелилась вас звать. И теперь я призываю вас сделать то же самое. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. «Боже,
я молю о финансовом чуде. Это ваш поворотный момент. Это ваш шаг веры. И это тот момент, когда то, что казалось неудачей, превратится в свидетельство. Ты прошептал это в тишине своей комнаты, в тени, где никто не мог услышать. «Господи, сделай так, чтобы эти деньги появились сейчас». Это была не молитва жадности или тщеславия. Вы не просили роскоши, богатства для показного хвастовства или мимолетного удовлетворения. Нет. Речь шла о выживании, о достоинстве, о возможности дышать, не боясь звонка от кредиторов, о покупке хлеба, не чувствуя острого стыда, об оплате аренды, чтобы ваши дети не жили в страхе нестабильности. Ваша молитва родилась не из гордости, она родилась из отчаяния. И все же вы чувствуете себя в ловушке бесконечного цикла. Каждый раз, когда появляется хоть немного, оно ускользает сквозь пальцы. Неожиданные расходы нарастают, словно дикие штормы. Ваши лучшие усилия поглощаются долгами, растущими, словно безбрежный океан. Кажется, будто невидимые цепи сковывают ваши финансы, словно проклятия, скрытые во тьме, тянут вас обратно к нищете. Вы видите, как другие процветают, но для вас прогресс всегда задерживается, всегда саботируется, всегда блокируется. И снова раздается крик: «Господи, пусть эти деньги появятся сейчас». Разорви эти цепи. Разорви эти проклятия. Эта битва не только материальная, но и духовная. Вы боретесь не только с пустыми кошельками, но и с повторяющимися в вашей семейной истории закономерностями. Ваши родители боролись, ваши бабушки и дедушки боролись, и теперь вы видите, как та же тень пытается взять над вами верх. Вот почему вы плачете, не из-за тщеславия, а из-за освобождения. Вы просите не только обеспечения, но и свободы. Помните историю отца Александра Меня, русского священника, убитого за то, что он нес свет во тьму? Он говорил правду в стране, где пытались подавить веру. Он нес Евангелие, даже если это стоило ему всего. Его жизнь напоминает вам, что чем больше призвания, тем яростнее сопротивление. Подобно тому, как его слова пробивали стены молчания, ваша молитва прорывает невидимые вам духовные преграды. Вы думаете, что просите только денег, но на самом деле вы просите духовного прорыва. Вот почему сопротивление было таким яростным. Или вспомните Сергея Фуделя, верующего человека, заключенного в тюрьму и сосланного в Советской России за отказ отречься от истины Божьей. Его лишили утешения, достоинства и средств к существованию, но он никогда не отрекся от веры. Его выживание поддерживалось не тем, чем он владел, а тем, во что он верил. И все же, даже в изгнании, помощь приходила ему необъяснимыми для него способами. Его жизнь – свидетельство. Когда человек препятствует, небеса помогают. То, что кажется невозможным в естественном мире, все еще возможно для меня. Это кульминация вашего путешествия. Вы стоите между двумя реальностями. С одной стороны, дефицит, долги, тревога, привычное бремя финансовой неудачи. С другой – изобилие, прорыв, финансовый покой, божественное благословение. И мост между ними не человеческая логика, а вера грубая и отчаянная. Это крик, который не хочет угасать: «Господи, сделай так, чтобы эти деньги появились сейчас». Но путь не гладок. С каждым шагом навстречу мне сопротивление растет. Заметьте, как в тот момент, когда вы решаете довериться, возникают непредвиденные расходы. Заметьте, как, когда вы пытаетесь сэкономить, что-то ломается, что-то требует ремонта, что-то крадет то немногое, что у вас есть. Это не совпадение, это противостояние. Враг знает, что если вы переступите этот порог, вы уже никогда не будете прежним.
Вот почему он окружает вас страхом, шепчет ложь о неудачах и пытается убедить вас, что дефицит – это навсегда. Но услышьте меня ясно, нужда не ваша судьба. Недостаток не ваше наследие. Я не Бог, которому едва хватает, я Бог изобилия. Проклятие нужды не имеет вечного права на вашу жизнь. Да, оно может повторяться из поколения в поколение, но я разрушитель циклов, разрушитель цепей, тот, кто заставляет реки течь по пустыне и хлеб падать с небес. Вы взываете о немедленной помощи, и я слышу. Подумайте о русских людях, которые стояли в бесконечных очередях за хлебом во время голода, чье достоинство было сведено к ожиданию, надежде и мольбам о пропитании. Это унижение отражает то, что вы чувствуете, когда не можете обеспечить других, когда вам приходится объяснять семье, почему им не хватает продовольствия. И все же, история показывает, что народы поднимались от голода к изобилию, что тьма не вечна. Ваша история тоже будет поднята. Каждый поворот событий в вашей жизни ведет вас сюда, к этому моменту, когда вам придется выбирать между отчаянием и верой. Вы можете либо поддаться страху, поверив лжи о том, что ничего не изменится, либо противостоять, возвысив голос с отчаянием и уверенностью: «Господи, сделай так, чтобы эти деньги появились сейчас». Эта молитва не просто выживание, это война. Она разрушает невидимые барьеры, разрушает стереотипы нехватки и призывает к обеспечению, которое уже существует в духовном мире. Я хочу, чтобы вы поняли нечто важное. Ваша молитва уже услышана. Уже сейчас ангелы посылаются к вам. Уже сейчас открываются возможности. Уже сейчас открываются ресурсы, скрытые от ваших глаз. Но вы должны держаться, не заглушать свой крик, не сдаваться на пороге вашего чуда. Вот почему я позвал тебя сюда. Вот почему ты наткнулся на это сообщение не случайно. Ты стоишь на священной земле, на самом краю своего финансового прорыва. Да, это противостояние было болезненным. Да, путь был полон страха и неудач. Но каждая неожиданная деталь в твоей жизни вела к этому повороту сюжета. Я собираюсь показать тебе, что я твой кормилец. Так возвысь же свой голос, еще раз произнеси это еще раз от всего сердца, даже если твоя вера кажется малой, даже если слезы застилают твой взор. Господи, пусть эти деньги появятся сейчас. Не для тщеславия, не для роскоши, но для достоинства, для выживания, для мира. И я обещаю тебе, я не оставлю твой крик без ответа. Проклятия будут разрушены. Преграды падут. Законы нехватки рухнут. И то, что когда-то ограничивало тебя, станет тем самым свидетельством, которое освободит других. Закройте на мгновение глаза и представьте себе жизнь, которая могла бы быть. Представьте, что вы просыпаетесь без бремени долгов, сдавливающего вашу грудь. Представьте, что вы заходите в свой банковский счет и видите не отрицательный баланс, не красную тревогу, а восстановление, изобилие и покой. Представьте, что вы оплачиваете каждый счет вовремя, без страха, без стыда, без тревоги. Представьте, что вы смотрите в глаза своим детям и знаете, что они в безопасности, что холодильник полон, что все необходимое есть. Это будущее всегда было возможно. Оно всегда было в моей воле для вас. Но где-то по пути страх, дефицит и сломанные шаблоны украли то, что я предназначил для вас. И все же, слушайте внимательно, украденное еще можно вернуть. То, что казалось потерянным, еще может вернуться. То, что казалось погребенным, еще может воскреснуть. Вы сокрушаетесь о годах, когда все могло быть иначе, когда возможности ускользали из рук, когда деньги растворялись в долгах и обязательствах. Вы прокручиваете в голове решения, сожаления, ошибки и говорите себе: «Если бы только». Но я здесь, чтобы сказать вам, что история еще не окончена.
Будущее, которое вы считали невозможным, все еще может быть написано. Вот почему вы здесь, сейчас, в этот самый момент, потому что вера призывает вас дать клятву, обещание не просто верить в то, что видите, но и провозгласить то, чего вы еще не видели. Вера не ждет, когда случится чудо, чтобы праздновать. Вера празднует еще до его появления. Вера провозглашает, что банковский счет будет восстановлен, даже если он пуст. Вера провозглашает, что долги будут выплачены, даже когда коллекторы стучатся в дверь. Вера провозглашает, что двери к пропитанию открываются, даже когда вы все еще стоите на улице на холоде. Вера – это семя, разрушающее проклятие нужды. Вера – это сила, которая сотрясает небеса и разбивает невидимые цепи. И прямо сейчас я прошу вас присоединиться ко мне в священной клятве, провозглашать не то, что видят ваши глаза, а то, что уже знает ваше сердце. Сердце уже чувствует это, не так ли? Глубоко внутри, несмотря на страх, несмотря на финансовую тревогу, несмотря на счета по кредитным картам и неоплаченные долги, что-то шепчет вам «небеса ответили». Вы не можете объяснить это логически, но ваш дух знает, что что-то невидимое начало меняться. Как будто земля под вами готовится к новым корням, как будто почва вашей жизни готова родить изобилие. Это не фантазия, это откровение. Вы стоите на пороге изобилия. Представьте себе израильтян у Красного моря. Позади них стояла армия фараона, а перед ними непреодолимая стена воды. У них не было ни спасения, ни денег, ни ресурсов, ни плана. И все же, еще до того, как море расступилось, Моисей поднял свой посох с верой. Этот жест был клятвой и видимым актом доверия к тому, что еще не произошло. И тогда небеса пришли в движение. Воды расступились, невозможное открылось, и явился путь к избавлению. Прямо сейчас я прошу вас возвысить свой голос, как Моисей поднял свой посох. Принесите эту клятву веры, мое чудо уже совершается. Мой банковский счет будет восстановлен. Мои долги будут выплачены. Мои двери к спасению открыты. Не недооценивайте силу вашего заявления. Слова не мелочны, они духовное оружие. Своими устами вы либо строите цепи, либо разрываете их. Своими устами вы либо остаетесь в проклятии, либо вступаете в благословение. Вот почему я прошу вас прямо сейчас, в этот самый момент, сделать свою клятву видимой. Не держите ее только в мыслях. Запишите ее. Провозгласите ее. Оставьте ее как свидетельство. Я хочу, чтобы вы оставили комментарий под этим видео. Я даю клятву веры. Мое чудо уже происходит. Это не просто действие ради слов. Это пророческий поступок. Это ваш выход из тишины и присоединение к движению небес. Вдове из 4 царств пришлось одолжить кувшины, прежде чем она увидела масло. Но и пришлось построить ковчег, прежде чем он увидел дождь. Аврааму пришлось подняться на гору, прежде чем овен появился в чаще. Каждое чудо начинается с клятвы веры, с видимого знака, который говорит «Я доверяю Тебе, Господи, даже когда не вижу». Вы можете спросить, а что, если я провозглашаю это, и ничего не происходит? Это голос страха. Это эхо врага, пытающегося подавить вашу веру. Я говорю вам обратное. Когда вы провозглашаете ее, что-то обязательно происходит, потому что ваши слова активируют небеса. Вера не ждет доказательств, вера сама создает доказательства. И прямо сейчас, в этот самый момент, вы не просто представляете себе изобилие, вы сеете его семена своим провозглашением. Подумайте о том, что могло бы быть, о годах упущенных возможностей, о голодных ночах, о унижениях от нехватки.
Пусть эта боль напомнит вам о будущем, которое вы больше не хотите терять. Вам не суждено повторять циклы. Вы не обречены на нужду. Вы не прикованы к финансовому отчаянию. Вы избраны для изобилия, обеспечения и процветания. Вот почему я призываю вас сейчас дать эту клятву, не завтра, не позже, а сейчас. Заявляйте смело, еще до того, как увидите результат, «Я верю». Еще до того, как банковский счет будет восстановлен, я заявляю, что он восстановлен. Еще до того, как долги будут выплачены, я заявляю, что они списаны. Еще до того, как откроются двери, я заявляю, что они распахнутся настежь. Чудо уже происходит. Напишите это ниже. Не упустите этот момент, не закрепив его действием. Оставьте комментарий прямо сейчас, и я даю клятву веры. Мое чудо уже происходит. Когда вы это делаете, вы говорите не только о сегодняшнем дне, вы говорите о своих детях, о своей семье, о будущих поколениях. Вы провозглашаете, что проклятие заканчивается здесь и сейчас, что изобилие начинается сейчас, что обеспечение больше не будет отложено. Ваша клятва – ваше оружие. Ваша клятва – ваше свидетельство. И ваша клятва – мост, соединяющий ваши нынешние трудности с вашим будущим изобилием. Примите ее сейчас. Скрепите ее своими словами. Не медлите. Не медлите. Пишите смело, и пусть небеса увидят вашу веру в действие. Ибо говорю вам, земля уже сдвинулась, чудо уже совершается, и то, что вы провозглашаете с верой сегодня, завтра проявится как обеспечение. Есть кое-что, в чем вы еще не признались даже себе. Ваш крик никогда не был по-настоящему о деньгах. Да, вы просили об оплате счетов, об исчезновении долгов, о своевременном обеспечении. Но за каждой просьбой о финансовом прорыве кроется более глубокое желание, отчаянная потребность в душевном спокойствии. Вам нужны не просто цифры на банковском счете, вам нужна свобода отдыха, возможность дышать без паники, мечтать, не боясь краха. Вы хотите просыпаться и знать, что завтрашний день надежен, что вы не застряли в вечном цикле дефицита. И вот тут-то внутри вас и возникает конфликт. Потому что, даже молясь об изобилии, вы задаетесь вопросом: что, если я снова неправильно его использую? Что, если я его растрачу? Что, если придет процветание, а я все равно буду чувствовать себя опустошенным? Это скрытое напряжение вашего сердца. Вы боретесь не только с финансовой нехваткой, но и со страхом повторения ошибок, со страхом никогда не быть свободным. Это моральная дилемма, которая горит внутри вас. Вам нужны не просто деньги, вам нужны перемены. Вам нужна цель в каждом ресурсе, направление в каждом благословении, смысл в каждом чуде. Знаешь, почему это желание так сильно в тебе? Потому что я заложил его в тебя. Я не создавал тебя для бесконечной погони за деньгами, для работы без отдыха, для страха перед каждой тратой. Я создал тебя для равновесия, для стабильности, для мира. Вот почему, когда ты мечтаешь о достатке, ты мечтаешь и о том, что он может принести, о времени с семьей без фоновой тревоги, о совместных обедах без тени счетов, о возможности планировать будущее без страха. Ты хочешь не просто выжить, ты хочешь свободы жить, любить, строить, отдавать. Это откровение имеет решающее значение, чудо, которое я готовлю для вас, не только финансовое, но и эмоциональное. Я верну вам душевное спокойствие. Я дам вам эмоциональную регуляцию там, где раньше царила тревога. Я заставлю замолчать голос, постоянно напоминающий вам о прошлых неудачах. И я освобожу вас из плена беспокойства, чтобы вы могли войти в новый период, где каждый ресурс имеет свое предназначение. Но здесь ваш выбор,
ваша внутренняя дилемма. Продолжите ли вы просить только денег или возвысите голос и заявите, что хотите большего, мира, свободы и возможности снова мечтать? Потому что обеспеченность без мира – это все равно плен. Процветание без цели – это все равно пустота. Вот почему я призываю вас сегодня провозгласить: «Я больше не буду жить в цепях нужды». Каждый ресурс, попадающий в мои руки, будет нести в себе цель, стабильность и надежду. Внимательно загляните в свое сердце. Помните, когда вы в последний раз позволяли себе свободно мечтать? Вы прервали эти мечты, потому что страх нашептывал, что они невозможны. Вы избегали мечтать о лучших днях, потому что разочарование стало вашим щитом. Но я говорю вам сейчас, мечтать снова безопасно. Будущее, которое я готовлю для вас, не жестокая иллюзия, а обещание. Это стабильность, мир и благополучие, соединенные воедино. Я хочу, чтобы вы ясно поняли, изобилие – это не только деньги, это и есть гармония. Это возможность видеть, как ресурсы текут в гармонии с вашим призванием, вашей семьей, вашим здоровьем, вашей судьбой. Это возможность получать то, что вам нужно, когда вам это нужно, способами, которые вас укрепляют, а не порабощают. Грядут перемены. Вы не просто выживете, вы будете процветать, ставя перед собой цель. И вот постепенно приходит осознание – это финансовая битва, которую вы ведете не только о сегодняшних счетах, но и о подготовке к новой фазе процветания, где вы больше не будете бояться завтрашнего дня. Ваш зов дошел до меня, и я отвечаю не только деньгами, но и миром, отдыхом и смелостью снова мечтать. Но теперь я спрашиваю вас, готовы ли вы к этому? Поверите ли вы, что ваше обеспечение не будет тщетным, что ваше благословение не придет без мира, что ваше чудо не будет бессмысленным? Это ваша моральная дилемма. Вы можете продолжать просить только денег, или же вы можете подняться и заявить, что готовы к чему-то большему, процветанию с целью, изобилию с миром и благословением, которые преобразят не только ваш кошелек, но и всю вашу жизнь. Заявите об этом сейчас со всей убежденностью: «Я больше не буду жить в условиях дефицита». Каждый ресурс, который я получу, будет иметь свое предназначение, принося стабильность, мир и надежду на новый этап процветания. Это не просто молитва, это решение, завет, декларация, которая приводит вашу жизнь в соответствие с изобилием, которое я уже приготовил для вас. Вы ожидали суда. Вы думали, что бремя ваших долгов, финансовые проблемы и постоянные неудачи принесут лишь осуждение. Вы представляли, как я указываю на ваши ошибки, напоминая вам об упущенных возможностях, о неумелом управлении, о моментах, когда вы поддались страху вместо веры. И все же, вот я здесь не с наказанием, а с неожиданной благодатью. Вы боялись отвержения, но я дарую вам прощение. Вы ожидали тишины, но я даю ответ. Вы думали, я закрою дверь, но я ее широко распахиваю. Это тот поворот, которого вы никогда не ожидали. Там, где вы ожидали позора, я приношу восстановление. Вы помните, что написано в Римлянам 8:1? «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, когда ты несешь на себе шрамы финансовых ошибок. Ты споткнулся под тяжестью долгов и нужды. Но послушай меня, я не держу на тебя зла за эти неудачи. Напротив, я воспринимаю их как почву, из которой произрастет твое чудо. Там, где ты видел только неудачи, я вижу готовящееся свидетельство. Там, где ты видел только нужду, я вижу будущее, полное обеспеченности. Вот почему ваша молитва не может оставаться индивидуальной, она должна стать коллективной. Молитва о финансовом прорыве не только для вас, но и для всех, кто страдает молча, для всех, кто таит в себе тот же стыд, для всех, кто чувствует себя подавленным нуждой. Я не просто описываю ваше чудо,
я умножаю его. Провозглашая с верой, вы не только меняете свою судьбу, вы открываете дверь, через которую могут пройти другие. Вот почему я призываю вас сейчас к пророческому деянию, которое может показаться незначительным, но имеет вечную значимость. Не держите это в себе. Возвысьте свой голос так, чтобы его услышали. Провозгласите в комментариях к этому посланию: «Я принимаю это чудо сейчас». Эти слова не просто текст, это огонь, это. Вера – это клич, отдающийся эхом на небесах. Каждое написанное заявление становится свидетельством, духовным семенем, посеянным в плодородную почву. Вы помните слова Иисуса в Матфея 18, 19-20? «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них, вы молитесь не в одиночку». Прямо сейчас другие читают это же послание, другие несут то же бремя, другие возносят ту же отчаянную молитву. И когда вы молитесь вместе, когда голоса сливаются в один крик, небеса отвечают с умноженной силой. Это падающий страх, то, что вы считали индивидуальным криком отчаяния, становится коллективным ревом веры. Вы думали, что одиноки, но вас окружают другие, идущие по тому же пути. И как пишет каждый, я принимаю это чудо сейчас, вы почувствуете невидимую связь единства, силу коллективной веры, непреодолимую силу народа, вместе взывающую к своему Богу. Сейчас я покажу вам нечто более глубокое. Помните историю о Павле и Силе в темнице, написанную в Деянии 16? Их руки и ноги были скованы цепями, их будущее неопределенно, их положение безнадежно. Но они возвысили свои голоса не в жалобе, не в отчаянии, а в молитве и поклонении. И вдруг тюрьма содрогнулась, двери распахнулись, и цепи всех ослабли. Обратите внимание на эту деталь, освободились не только Павел и Сила, но и все вокруг них. В этом сила коллективной молитвы. Один крик, один акт веры, и свобода выходит за пределы отдельного человека. То же самое произойдет и здесь. Когда вы объявите «Я принимаю это чудо сейчас», вы говорите не только за себя. Вы сотрясаете тюрьмы для других. Вы помогаете сбросить цепи семей, которых вы даже не знаете. Вы посылаете волны помощи, которые дойдут до отчаявшихся семей, до людей, которые вот-вот сдадутся, до верующих, которым нужно увидеть, что чудеса все еще живы. Страх говорит тебе, что ничего не изменится. Страх шепчет, что писать слова на экране бессмысленно. Но вера знает лучше. Вера понимает, что Бог берет малое и умножает его. Вера верит в то, что сказал Иисус к Марка 11:24. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вот почему ваше заявление имеет значение. Речь идет не о том, чтобы вас увидели люди, а о том, чтобы вас увидели небеса. Представьте себе, каждый написанный комментарий подобен факелу, зажженному во тьме. Один за другим они появляются. Сначала кажется, что мало, но вскоре свет умножается, огонь распространяется, и тьма нехватки сил не может больше существовать. Это больше, чем свидетельство, это движение. То, что начинается как ваш личный крик, становится коллективным заявлением о том, что нехватка больше не будет определять народ Божий. Видите ли, благословения умножаются, когда ими делятся. Изобилие – это не игра с нулевой суммой. Мое пропитание неисчерпаемо, мои хранилища никогда не иссякают. И все же слишком многие мои дети молятся, словно нищие, словно я должен ограничивать мою благость. Нет. Я Бог изобилия. Я Бог, который превращает 5 хлебов в пищу для тысяч, который наполняет пустые кувшины маслом до тех пор,
пока они не могут вместить его, который берет последнюю монету вдовы и превращает ее в семя процветания. Верите ли вы, что ваше заявление может разнестись за пределы вашего банковского счета, за пределы вашей гостиной, за пределы тишины ваших страхов? Потому что именно так начинается возрождение пропитания не с одного шепота, а со многих голосов, сливающихся в один. Ваш прорыв не будет тихим. Он не будет скрыт. Он станет свидетельством. Ваши дети увидят, что там, где был недостаток, теперь есть обеспечение. Ваш супруг увидит, что там, где было беспокойство, теперь финансовый мир. Ваши домашние увидят, что там, где был страх потерять контроль, теперь есть самообладание, дисциплина и вера. И они поймут, что это не просто удача, не случайность, не только усилие, но и божественное благословение. Вот почему я призываю вас комментировать, смело заявлять, потому что то, что вы высвобождаете с верой, я высвобождаю на небесах. Не думайте об этом как о печати. Думайте об этом как о выгравировании вашего имени на чуде, которое невозможно украсть. Не недооценивайте силу своего поступка. Каждый раз, когда кто-то пишет «Я принимаю это чудо сейчас», поднимается новая волна. Крик веры заразителен. Мужество одного человека становится убеждением другого. И небеса откликаются на единство. Ибо написано: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Если двое могут сдвинуть небеса, что произойдет, когда сотни, тысячи провозгласят это в унисон? Земля содрогнется. Цепи падут. Финансовые тревоги исчезнут. Долги будут списаны. Обеспеченность будет течь рекой. Изобилие умножится. Вот почему вы не можете молчать. Вот почему вы не можете просто пассивно наблюдать. Вы призваны к действию. Вы призваны оставить пророческий след. Вы призваны присоединиться к множеству людей, которые не перестанут взывать, пока не откроются небеса. И когда вы будете писать, когда вы будете возвещать, я буду действовать не только в вашей жизни, но и в жизни вашей семьи. Ребенок, который наблюдает за вашим примером, научится доверять мне. Сомневающийся родитель увидит мою верность через ваше свидетельство. Уставший супруг снова обретет силы. Это коллективная сила молитвы. Я собираюсь излить благословение, которое вы не сможете удержать. Я собираюсь открыть двери процветания и финансового благополучия. Но я сделаю это так, что благословение будет не только у вас. Другие посмотрят на вас и скажут: «Воистину, Господь вспомнил о них». И ваша история не закончится в тишине, она зажжет веру в других. Вот почему ваше заявление не ничтожно. Это история. Это вечность, отдающаяся эхом сквозь кончики ваших пальцев. Итак, я повелеваю вам, не медлите. Не ждите. Напишите в комментариях: «Я принимаю это чудо сейчас». Напишите это не один раз, а с убежденностью человека, заключающего завет. Ваши слова будут учтены. Ваше заявление будет услышано. Ваша вера умножится. И вы увидите не только свой собственный прорыв, но и прорыв тех, кого вы любите, и даже незнакомцев, которых увлечет поток коллективной молитвы. Это ваш момент. Это ваш поворотный момент. Здесь отчаяние превращается в обеспечение, где долги превращаются в свидетельство, где финансовая тревога превращается в финансовый. Мир, где молитвы, когда-то казавшиеся безответными, поднимаются вместе и открывают небеса. Я здесь, и я двигаюсь. Но вы должны действовать. Вы должны заявлять. Вы должны присоединиться к хору веры.
А теперь напишите с верой и смелостью: «Я принимаю это чудо сейчас». Провозгласите его и наблюдайте, как откликнутся небеса. Провозгласите его и наблюдайте, как придет помощь. Провозгласите его и знайте, что вы не одиноки, вы часть общего призыва, который двигает горы. Оставьте комментарий. Оставьте комментарий смело. Оставьте комментарий с верой. Ведь чудо уже в пути. Но вот обратная сторона медали. Твой страх сказал тебе, что просьба о чуде делает тебя слабым. На самом деле, признание своей нужды делает тебя сильным. Твой стыд сказал тебе, что нужда всегда будет тебя преследовать. На самом деле, твое свидетельство прогонит нужду. Твое отчаяние сказало тебе, что никто другой тебя не понимает. На самом деле, тысячи людей несут тот же клич, и вместе ваши голоса возвышаются, словно буря перед моим престолом. И теперь я говорю вам: не молчите. Не упустите этот момент бездействия. Пишите смело: «Я принимаю это чудо сейчас». Сделайте это как акт неповиновения страху. Сделайте это как акт веры в изобилии. Сделайте это как пророческий призыв не только к себе, но и к каждому верующему, все еще находящемуся в плену нужды. Потому что, когда вы провозглашаете это, я действую. Когда вы соглашаетесь, я действую. И когда ваш голос присоединяется к хору веры, чудеса множатся сверх всякого воображения. Вот неожиданное действие, которого ты не предвидел. Там, где ты ожидал осуждения, я даровал тебе милосердие. Там, где ты боялся молчания, я дал ответ. Там, где ты думал, что чудо будет личным, я умножаю его для всех. Не сомневайся, это час прощения. Возвысь свой голос, напиши свое заявление, и пусть небеса услышат тебя. Ибо говорю тебе, чудо уже в пути, и то, что начинается с тебя, и зальется на других. Вы брели сквозь ночи, казавшиеся бесконечными, неся бремя долгов, удушающую тишину пустого холодильника и стыд неоплаченных счетов. Вы жили в постоянном страхе, что завтра будет мрачнее, чем сегодня, что ваши дети посмотрят на вас с вопросами, на которые вы не сможете ответить, что ваша семья сломается под тяжестью нужды. И все же, вот вы здесь. Вы оказались здесь не случайно. Этот момент не случайность. Это поворотный момент. Молитвы, которые вы шептали в темноте, достигли моего престола, и теперь я отпускаю то, чего вы не смогли достичь своими силами. Вы ожидали малого, но я даю вам больше. Вы просили о выживании, но я дарую вам изобилие. Вы умоляли открыть одну дверь, но я распахиваю многие. То, что казалось невозможным годами, теперь меняется к лучшему. Ваши долги не раздавят вас, они будут выплачены. Ваш банковский счет не останется пустым, он будет восстановлен. Ваш дом не будет терзаться нуждой, он будет переполнен провизией. То, чего ваше сердце тайно жаждало, открывается открыто. Это момент, когда страх теряет свою хватку, когда стыд растворяется, когда финансовая тревога преклоняется перед моим изобилием. Это чудо, однако, предназначено не только для вас. Я решил использовать вашу жизнь как свидетельство, живое свидетельство моей верности. Ваше пропитание не останется в ваших четырех стенах, оно прольется наружу, коснувшись вашей семьи, достигнув друзей и даже вдохновив незнакомцев, которые наблюдают за вашей историей. Крик, который вы подняли, был не одинок, он был частью коллективного рева бесчисленных людей, уставших от нужды. И вместе ваши голоса коснулись небес. Вместе ваши заявления сдвинули горы. Вместе ваша вера открыла потоки благословений. Видите? Вот почему я попросил вас написать, прокомментировать, провозгласить: «Я принимаю это чудо сейчас», потому что каждый раз,
когда произносятся эти слова, это не просто буквы на экране, это пророческие деяния, ключи, размыкающие цепи, заявления, возводящие алтари веры. Каждая из них подобна факелу в ночи, а вместе они образуют огонь такой яркий, что тьма нужды не может угаснуть. То, что начиналось как ваша личная борьба, превратилось в движение веры, волну обеспечения, захлестнувшую жизни и семьи. Подумайте о своей семье. Представьте себе облегчение в их глазах, когда они видят, что стабильность вернулась. Представьте себе мир в вашем доме, когда споры о деньгах сменяются благодарностью. Представьте, что ваши дети растут без страха перед нуждой, узнают, что Бог верен, что молитва действует, что чудеса реальны. Речь идет не только об оплате счетов, речь идет об изменении судеб. Проклятие нужды заканчивается на вас, и изобилие начинается для следующих поколений. И это не ограничится вашими домашними. Подобно тому, как Павел и Сила пели в темнице, и цепи каждого узника были ослаблены, ваше сегодняшнее исповедание веры сотрясает цепи других. Кто-то на другом конце света увидит ваши слова и воодушевит себя вознести свою молитву. Кто-то в отчаянии обретет мужество, потому что ваше свидетельство докажет реальность прощения. Тот, кто думал, что о нем забыли, обнаружит, что Бог все еще действует, потому что ваша жизнь свидетельствует об этом. В этом сила коллективной молитвы. Теперь вы понимаете, почему я настаивал на том, чтобы вы объявили об этом. Почему я просил вас не молчать? Потому что ваше молчание скрыло бы это чудо, но ваше заявление приумножило его. И даже сейчас, когда вы читаете эти слова, я действую так, как вы пока не видите. Долги списываются. Открываются неожиданные возможности. Люди, которых вы не знаете, пробуждаются, чтобы благословить вас. Системы, которые были закрыты для вас, рушатся. Ситуация изменилась, и ничто не сможет остановить то, что я привел в движение. Не недооценивайте силу этого часа. Это ваша кульминация, ваш переломный момент, ваш прорыв. Пустыня, которую вы пережили, подготовила вас к управлению изобилием. Боль, которую вы перенесли, научила вас распознавать истинное обеспечение. Стыд, который вы перенесли, позволил вам стать свидетелем моего милосердия. Я не только даю вам деньги, я даю вам мудрость, стратегию и стабильность. Я не только наполняю ваши руки, я наполняю ваше сердце миром, а ваш разум покоем. Но послушайте меня внимательно, это благословение несет ответственность. То, что вы получаете, не напрасная трата, ни тщеславие, ни мимолетное удовлетворение. Каждый ресурс, который я высвобождаю, имеет свое предназначение. Он восстановить ваш дом, поддержать вашу семью, благословить других и прославить мое имя. Это не просто обеспечение, это миссия. Я доверяю вам изобилие не только для того, чтобы вы жили в комфорте, но и для того, чтобы вы стали проводником благословения, живым свидетельством того, что происходит, когда вера побеждает страх. Теперь твоя очередь запечатлеть это чудо. Я хочу, чтобы ты сделал шаг веры, о котором я просил тебя с самого начала. Напиши это смело. Провозгласи это без колебаний. Оставь комментарий прямо сейчас. Я принимаю это чудо сейчас. Очка, не медлите, не молчите, не позволяйте страху лишить вас этого пророческого деяния. Эти слова не пусты, они вера в действии, они звук разрываемых цепей, они согласие, потрясающие небеса. И когда вы пишете это, верьте в это не только за себя, но и за других. Произносите это как молитву, простирающуюся за пределы вашего дома, достигая незнакомцев, семьи и нуждающиеся народы. Произносите это как провозглашение того, что проклятие дефицита разрушено не только в вашей жизни, но и в жизни каждого, кто присоединяется к этому призыву.
Произносите это как свидетельство того, что Бог не оставил свой народ, что Он по-прежнему обеспечивает, что Он по-прежнему умножает. Это кульминация вашего пути, момент, когда все меняется. Вы начали с отчаяния, прошли через страх, боролись со стыдом, и теперь вы стоите с победой. Ваши долги не будут определять вас. Ваши ошибки не будут сковывать вас. Ваша нужда не будет определять ваше будущее. Вместо этого ваша семья будет жить в стабильности, ваш дом будет сиять изобилием, а ваше свидетельство будет распространяться, как маяк надежды. Итак, возвысь свой голос в последний раз в этот момент прорыва. Напиши его так, чтобы видели небо и земля. Я принимаю это чудо сейчас. Пусть ваше заявление присоединится к хору других, пусть ваша вера возвысится вместе с их верой, и пусть ваш крик разнесется эхом на небесах. Ибо говорю вам, чудо не грядет, оно уже здесь. Изобилие уже течет. Двери уже открываются. Цепи уже падают. И ваша жизнь, ваша семья, ваше будущее уже никогда не будут прежними. С самого начала ты чувствовал тяжесть отчаяния. Счета громоздились на стопках, долги давили, словно цепи, пустой холодильник смотрел на тебя, как жестокое напоминание о нужде. Казалось, твоя история всегда будет возвращаться к нужде, твои молитвы всегда будут биться о потолок без ответа. Но теперь посмотри. Видишь, что произошло? Произошел сдвиг. То, что когда-то казалось тишиной, стало голосом. То, что когда-то казалось закрытым раем, превратилось в открытый шлюз. Чудо не просто обещано, оно уже началось. Это не мечта, которую нужно ждать вдалеке. Это реальность, которая пишется прямо сейчас. Деньги приходят. Возможности открываются. Долги, которые вас дразнили, уже списываются способами, недоступными вашему пониманию. То, что было заперто, открылось, потому что духовный ключ повернут. И этот ключ – вера, которая осмелилась провозгласить, вера, которая выбрала верить, вера, которая отказалась молчать. Вы приняли чудо не завтра, а сегодня. Вы решили шагнуть в реальность изобилия сейчас. Ваша финансовая жизнь уже никогда не будет прежней. Речь идет не о временном облегчении или мимолетном благословении, а о постоянных переменах. Дефицит утратил свою власть. Беспокойство утратило контроль. Тревога больше не диктует ваше будущее. Вы будете жить достойно, а не в отчаянии. Вы будете идти с миром, а не в панике. Вы будете мечтать свободно, а не в страхе. Процветание – это не иллюзия для других, это ваше наследие, ваша судьба, ваш удел. Но не упускайте из виду эту истину, чудо предназначено не только для вас. Каждое ваше заявление, каждый ваш акт веры, совершенный вами, порождает волну, которая простирается далеко за пределы вашей жизни. Кто-то другой будет тронут, потому что вы осмелились поверить. Кто-то другой укрепится в вере, потому что ваше свидетельство придало ему смелости. Кто-то другой шагнет к процветанию, потому что ваши слова зажгли пламя в его сердце. Чудо умножается, когда им делятся, и поэтому я прошу вас сейчас, не держите это в себе. Идите дальше. Поделитесь этим посланием с теми, кому нужна надежда, с теми, кто попал в те же битвы, в которых вы когда-то участвовали, с теми, кто безмолвно молит о помощи. Распространяйте огонь веры. Приглашайте других войти в то же изобилие, в котором вы сейчас находитесь. И не останавливайтесь на достигнутом. Пересмотрите, вспомните эти слова. Позвольте им стать вашим якорем, когда страх попытается вернуться. Подпишитесь, потому что это только начало того, что я скажу в вашу жизнь. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, потому что каждое действие
это не просто поддержка, это декларация единства, пророческий акт, объединяющий ваш голос с голосом бесчисленных других. Вы начали этот путь в отчаянии, но завершили его с триумфом. То, что когда-то было страхом, стало свидетельством. То, что когда-то было стыдом, стало силой. То, что когда-то было пустотой, стало переполнением. И это не просто конец одной истории, это начало новой главы, наполненной финансовым покоем, эмоциональным умиротворением и божественной поддержкой. Поэтому я оставляю вас с этим, не ждите, словно чудо еще далеко. Живите им сейчас. Идите с миром сейчас. Примите процветание сейчас. Ибо двери открыты, благословение вырвалось на свободу, и чудо уже живет внутри вас. Если это слово вам откликнулось, напишите его еще раз в комментариях. Я принимаю это чудо сейчас. Затем сделайте последний шаг, поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь. Не как обычное действие, а как проявление веры, как свидетельство того, что вы верите, что этот прорыв не только для вас, но и для многих. Пересматривайте это послание столько раз, сколько потребуется, пока не исчезнет всякая тень сомнения и не останется только уверенность в том, что ваша жизнь изменилась навсегда. Это ваш эпилог надежды. Деньги приходят. Чудо началось. Ключ повернут. И с этого дня ваша история будет отмечена миром, достоинством и окончательным процветанием.